В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Предприниматели и самозанятые Верхоянского и Кобяйского районов, пострадавших от половодья, могут получить помощь в виде льготных займов. Кто может рассчитывать на такую помощь и как Фонд развития предпринимательства поддерживает малый бизнес в условиях санкций, расскажет гость студии Петр Максимов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. Петр Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие льготы предусмотрены для предпринимателей, пострадавших от паводка Верхоянского и Кобяйского районов? Здесь мы по опыту прошлого года, когда у нас в горном районе село Бескюль пострадало от пожара, мы по поручению главы Арсения Сергеевича и совместно с правительством придумали соответствующий продукт льготный для восстановления деятельности, предпринимательской деятельности от пострадавших от пожара, да? И в этом году мы тоже не отстали в стороне. 20 июля 2022 года на наблюдательном совете Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия утвердили два продукта для пострадавших от паводка, летнего паводка, Верхоянскому и Кобяйскому районам, да? Первый продукт — это на восстановление предпринимательской деятельности пострадавшего от паводка. Сумма до 1 миллиона рублей могут претендовать как и самозанятые, так и предприниматели, которые пострадали от увечья летнего паводка. Там ставка будет 1% годовых со срочкой платежа до 1 года по срокам до 3 лет. В части обеспечения будем рассматривать индивидуально, возможно, и без обеспечения могут получить наши предприниматели, чтобы быстро восстановить до наступления зимнего периода. Ну и, конечно, второй продукт — это не пострадавшие предприниматели. Могут и пострадавшие предприниматели взять на оборотные средства до 5 миллионов. Там, конечно, требования к обеспечению есть, но будем тоже обсуждать индивидуально с каждым предпринимателем. Основная цель этого продукта — вовремя завести и продукты, и товары, и стройматериалы, чтобы даже население, да, смог приобрести те или иные товары для восстановления. То есть в Верхоянском, Кобяйском районе скоро уже наступит зимний период. А что может стать обеспечением? Обеспечение мы можем взять и поручительство родственников, друзей, третьего лица. Обеспечение может быть и земельные участки, и недвижимость, да, в городе Якутска. То есть любые обеспечения мы рассмотрим. Но мы предполагаем, что для восстановления предпринимательской деятельности до 1 миллиона, в принципе, можем только ограничиваться поручительствами, да, а в части оборотных средств можем, конечно, обсуждать с предпринимателями, потому что всегда бывает, что предоставляют какие-то обеспечения. По оборотке, кстати, я забыл, да, до 2 лет выдаем, ставки по ним 4% годовых. То есть почему 4? Потому что мы думаем, что наценки от предпринимателей было меньше, да, для населения. Мы все понимаем, что каждое удорожание это ударит по кошельку населения. С 20 июля также для предпринимателей Верхоянского и Кобяйского районов работает телефонная горячая линия. Что больше всего беспокоит людей? В основном работает, наверное, 2 горячих линии, да, для физических и для предпринимателей. С физическим лицам, конечно, это восстановление, это возмещение ущерба, самые основные вопросы. А по предпринимателям в центре «Мой бизнес» тоже работает горячая линия. Поступают звонки от наших предпринимателей, конечно, пострадали наши предприниматели. Многие предприниматели не могут выехать на свои турбазы, на свои территории, да, и на сегодняшний день не знают, во сколько оценить ущерб. Они даже не могут понимать, затоплено ли это тот или иной участок. Есть вопросы, напрямую связанные с Фондом развития предпринимательства, так как мы с нашими предпринимателями тоже работаем, имеются действующие займы, интересуют вопросы кредитных каникул, а, конечно же, интересуют вопросы дополнительного финансирования сверх лимита. Конечно, на эти вопросы мы обязательно отработаем, возможно, даже поменяем действующие продукты, которые мы вновь только уже создали, да, подстроимся под ситуацию, потому что ситуация очень серьезная, и надо успеть до наступления холодов все восстановить, чтобы верхоянские, кобяйские наслега как-то себя чувствовали комфортно.
Действительно, ситуация серьезная, но давайте немного от половодья перейдем к теме санкций. Как санкции сказываются на развитии предпринимательства? Какие сферы бизнеса больше всего пострадали в этот период? И что вообще в целом можете посоветовать в таких условиях? Ну, на самом деле, правительством Российской Федерации утверждено порядка 70 акведов, которые пострадали от внешних санкций. Да. Это в основном связано с логистикой, в основном связано с сырьем, да, которые поступали из зарубежных стран. Ну и, конечно, наши предприниматели в республике тоже столкнулись с этими проблемами. Вопрос логистики, вопрос завоза материала. В основном как считается, по России пострадала фармацевтика, да, вот это химическое производство, да, и сырье, которое поставляется именно вот с зарубежных стран. Ну и у нас тоже производственники тоже пострадали, но предприниматели, я еще раз всегда повторяю, что предприниматели нашей Якутии, да, они такие амбициозные, что быстро делают диверсификацию бизнеса. И очень много предпринимателей получили льготные займы в нашем фонде и поменяли свою сферу деятельности, построились, да, они увидели именно возможности для развития. Вот. Ну и, конечно, население, наверное, пострадало в части фармацевтики. Да? Фармацевтика реально все завозное было, и население, наверное, сейчас употребляют именно не те препараты, которые пили раньше, на самом деле. Вы уже упомянули льготный займ как мера поддержки от фонда предпринимателям. Расскажите, какие еще есть меры поддержки? Ну, в апреле 2022 года, когда началась санкция, оно еще раньше началось, да, правительством по поручению главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича были приняты быстрые меры. При этом Фонд развития предпринимательства получил докапитализацию в размере 519 миллионов. Это получается 300 миллионов они направили на поддержку сферы торговли, чтобы на полках магазина были все необходимые продукты и товары. На сегодняшний день из 300 миллионов выдано порядка 90%. То есть мы считаем, что колоссально помогли сфере торговли для обеспечения населения нужными товарами и продуктами. Ну и 219 миллионов было направлено на поддержку 70 отраслей поддержки. На сегодняшний день все эти деньги закончились, то есть максимально все предприниматели воспользовались мерой поддержки. И я лично считаю, что эти быстрые меры, принятые руководством Республики Саха-Якутия, считаются на самом деле на высшем уровне. И предприниматели это уже на сегодняшний день оценивают, получаем очень хорошую обратную связь. 14 июля президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов, затрагивающих деятельность предпринимателей. Например, это закон о едином налоговом счете для оплаты всех платежей, о праве досрочного выкупа взятого в лизинг имущества и об объединении пенсионного фонда и фонда соцстрахования. Как отразятся нововведения на деятельность предпринимателей? Ну, я считаю только в положительном ключе, потому что предпринимателям не надо будет там 10 направлениях платить налоги. Единый счет, положил деньги, оттуда списываются все необходимые налоги. В части выкупа лизинга могу сказать тоже в положительном ключе, потому что лизингодатели всегда ограничивают предпринимателя, дают конкретный срок наступления досрочного выкупа. И это, конечно, в первую очередь ударяет на кошелек предпринимателя. Да, то есть обязательно надо будет платить проценты за этот лизинг до наступления выкупного срока. Ну и, конечно, когда Центральный банк поднял ключевую ставку, действительно лизинговые компании начали тоже поднимать ставки в одностороннем порядке, что и, конечно, ударило по бюджету нашим предпринимателям и то в столь сложное время. Поэтому этот закон, если вступит, наши предприниматели, которые пользуются лизингом, при возможности могут выкупить. Вчера взяли, сегодня выкупили из этой серии. В рамках празднования Дня работников торговли и общественного питания 22 июля проходит 4-й республиканский форум предпринимателей, чья деятельность связана непосредственно с этой сферой. Также на днях состоялся круглый стол по завозу продукции в условиях санкций. Расскажите, какие предложения предпринимателей вы взяли на вооружение?
Ну, вчера я участвовал в этом форуме, да, мы обсуждали вопросы проблемами. В основном это проблема логистики. Что и встало, вот, когда начались санкции. Оно и на самом деле раньше было, да, но предприниматели как-то решали эти вопросы сами. Но когда пришли санкции в нашу страну, да, мы уже почувствовали, да, по логистике поднялись цены, где-то застряли контейнера. И поэтому с февраля до открытия летней навигации и бизнес, и бизнес-сообщество, и министерство, и правительство, да, Республики Саха-Якутия, ЖДЯ отработали именно в таком ключе, что все должно быть завезено, прям логистику, по логистике решали вопросы совместно. Теперь на сегодняшний день есть понимание, где есть минусы, где есть плюсы, с чем можно еще отработать. Вчера вот как раз поднимали эти вопросы. И Министерство транспорта Республики Саха-Якутия озвучили, что тот оперштаб на сегодняшний день до сих пор работает. И, конечно, по логистике будут помогать нашему бизнесу завести те или иные необходимые продукты и товары до наступления зимы. Вот. И были актуальные вопросы по вагонам. На сегодняшний день, оказывается, есть порядка 2-3 видов вагона, чтобы загрузить, да, в Якутию завести. То есть в одном вагоне должно быть только один сорт муки. Если там добавляешь коробку туалетной бумаги, удорожание идет на 1,5-2 раза цена. Поэтому эти вопросы тоже мы на вооружение взяли. Соответственно, и Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия взял, Министерство транспорта и дорожного хозяйства тоже взял на вооружение. Ну и фонд тоже мы взяли на вооружение. Ну, с нашей стороны что? Мы финансовый инструмент. Если будет потребность, мы можем подстроиться под сезонность и создать и утвердить продукт для поддержки бизнеса. На самом деле, каждый день перед закрытием переправы, да, каждый день это вот золотые рейсы на самом деле. Поэтому мы постараемся поддержать наших предпринимателей и в этом направлении. А как быстро вы будете принимать решение, если вдруг какой-то вопрос встанет или возникнет? Ну, мы на самом деле очень быстро действуем в этом плане, да. Нам нужно просто сделать проект продукта и собрать членов наблюдательного совета Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. Ну, это порядка займет, мне кажется, до 7 дней максимум, если такое поручение уже будет. Петр Федорович, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Желаем процветания вашему фонду. Вы делаете хорошее дело. Спасибо большое. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.